Сегодня мы поговорим про разработку защищенных девайсов. Собственно, меня зовут Игорь, я руководитель направления R&D электроники в ЦАРКО. Как я пришел к этому? До этого я был электронщиком и на заводе, то есть моя зона ответственности была разработка схематики, разработка печатных плат, написание прошивок для контроллера. После этого я ушел в HAS-продукт, где мы уже давали готовую железку заказчикам по разным контрактам. Это были и аренда, это была и продажа, все возможные формы взаимодействия. И после этого я ушел в школу 21, это аналог Эколь 42, если знаете. Есть Alem School, есть Academy One, это похожие проекты. В принципе, основателями были в Эколь 42, все они были вместе. Когда-то потом разошлись, собственно, там я заведовал лабораторией роботехники и электроники. И сейчас я здесь, собственно, в ЦАРКе. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, как разрабатывать электронику безопасно и для чего это нужно. Вообще, почему тема этого доклада возникла? Потому что нас всех, если кто-то учился на радиоэлектронику, если кто-то начал разрабатывать электронные девайсы самостоятельно, мы всегда думаем о том, как сделать продукт быстрее. Мы пишем код, мы делаем схемы, и про безопасность мы думаем в последнюю очередь. Это практически повсеместно на постсоветском пространстве так происходит, с кем бы я ни говорил. Когда начинаешь говорить про безопасность, то, что вот это используется, все такие, да, мы знаем, но мы это как бы не применяем. Вот, собственно, поэтому мы разберем, на каких этапах проектирования, разработки применяются какие концепции безопасности. И в конце расскажу о том, какие продукты сейчас в ЦАРКе есть, какие разрабатываются и что мы с этим собираемся делать. Собственно, здесь понятно, любой процесс разработки устройства состоит из, если говорим про железную часть, которая нас интересует, не касаемся появления технического задания и корпусирования, состоит из разработки схемотехники, разводки печатных плат и написания кода прошивок. И пойдем по очереди. Соответственно, чем мы занимаемся, как мы можем обеспечить безопасность на этапе circuit-дизайна. В первую очередь мы с вами все выбираем пассивные и активные компоненты, выбираем микроконтроллеры, процессоры и читаем на них даташиты. Соответственно, в даташитах есть информация о том, как этот процессор можно защитить, и начинается все с этого. И, конечно же, требования исходят из нашего ТЗ, что нам нужно, насколько безопасно, в принципе, должно быть наше устройство. Что может вообще произойти, если устройство наше взламываемое или небезопасное, или содержит какие-то уязвимости. Тут зависит от того, по какому типу взаимодействия мы дальше свой девайс продаем или отдаем каким-то другим компаниям, чтобы они встроили в свое. Во-первых, здесь страдает наша репутация как разработчиков. То, что мы, если вдруг найдут уязвимость, придут к нам, мы скажем, у вас это в ТЗ не было, допустим, да, они разведут руками, все недовольны, отношения испорчены, разработка испорчена, можно сворачиваться, они потом будут искать других, а не нас. Поэтому нужно беспокоиться об этом тоже всегда. Развивается искусственный интеллект, развивается awareness про ИБ, то, как хакерское сообщество развивается. Естественно, все обеспокоены о безопасности. В том числе, кстати, если вчера читали новости, вышла OpenAI выпустил новую модель, которая думает. Я решил, долго думал, какой ей вопрос задать, чтобы прям было так каверзно. Максимально отрешенный вопрос от нашей тематики. Я задал вопрос, какой ты можешь придумать тип государственного, типа, что может быть с открытыми границами, какой, допустим, там условно тип новый, не государственного строя, а мира во всем мире, так сказать, да, чтобы еще это не привело никакой анархии. И там один из пунктов был типа усиление кибербезопасности, потому что все будет завязано на цифровых технологиях. Окей. Что мы здесь еще должны подумать? Перейдем сейчас быстрее, здесь закончу, а то задержался. Мы должны подумать о том, какая информация будет переходить у нас внутри платы и во внешний мир.
То есть от этого тоже зависит, какие мы компоненты выбираем, какие мы протокола выбираем, которые внутри работают, которые наружу работают, если это Wi-Fi, там это IOT, куда это будет передаваться, в облако и так далее. И от этого всего, опять-таки, зависит выбор наших компонентов. Следующее довольно простое, это чем можно защититься на этапе PCB. Если кто-то из вас застал Dendy, или вы, допустим, молодой, в Dendy не застали, но там поиграли, если картridж откроете, там есть такие черные точки. Это была самая примитивная защита, которая усложняет снятие прошивки, потому что картриджи было копировать довольно легко. И единственная была примитивная защита, это вот залить компаундом основной чип, чтобы не копировать эти картриджи. То есть мы физически блокируем компонент. Второе, это мы отрезаем, естественно, все там, тестовые разъемы, тест-поинты, которые не касаются именно тестирования, а касаются там, какой-нибудь дополнительной прошивки. Мы это убираем в финальном нашем продукте, все, что не нужно. И третье, это, опять-таки, если есть критичные протоколы, критичные цепи и критичные сигналы, которые идут по нашей плате, то имеет смысл, наверное, их защитить от проникновения тем, что мы просто их убираем на какой-нибудь средний слой, если это многослойная печатная плата. Соответственно, здесь, конечно, придется немножко помучиться с электромагнитной совместимостью, возможно, подумать, почитать информацию, какие прослойки нужны, чтобы у нас это все дело не шумело, не фонило друг на друга, но это вопрос решаемый. Ну и самый последний, и самый интересный и сложный, что здесь, из чего может пройти взлом нашего устройства, это, конечно, код. Есть несколько типов защиты устройства. Опять-таки, мы все начинаем это с даташитов. В даташите есть, как минимум, мы можем найти защиту от чтения, какой-то readout protection, это, возможно, можно прямо в коде просто прописать, есть какая-то настройка, но чаще всего эта настройка и все эти методы защиты связаны с фьюсами. Кто знает здесь, что такое фьюз-биты? Все, отлично. Для всех остальных, значит, это фьюз-биты, это, грубо говоря, там, некие биты, которые можно только записать, и потом их уже никак не перезапишешь. Там работает это по-разному. Там есть две технологии, сейчас тоже как это можно организовать, но это не важно. То есть с помощью прошивки этой штуки можно заблокировать какие-то вещи, которые потом уже не разблокируются. Например, мы прошиваем контроллер через JTAG, там SVD-интерфейсы, можно заблокировать JTAG. Можно, где-то говорят, что просто, там не написано, что блокировка JTAG и SVD-интерфейса. Но мы знаем то, что чтобы это в режим этот перевести, нужно режим boot переключить. Или reset завести кнопку. И там написано то, что можно отключить reset и можно отключить именно вот эти бутовые пины. То есть, соответственно, иногда не дают в даташите информацию о прямом запрете на перепрошивку, но, тем не менее, он есть. Что еще? Еще есть концепция Secure Boot, которая позволяет вам подписать ваши прошивки, тоже подписать ключом уникальным, который есть только у вас. Этот ключ также записывается в контроллер один раз, он оттуда не читает. Если это криптозащищенный контроллер, то у него внутри есть специальная область памяти, которая не может читаться. И эта область памяти используется для того, чтобы подписывать эту прошивку. Соответственно, вы подписываете свою часть, контроллер читает, если оно подписано, он ее принимает. Если не подписано, он не прошивается ей. И другой способ, примерно похожий, это тоже через фьюз-биты у нас идет подписание, грубо говоря, на уровне загрузчика, когда мы прошиваем свой код, если мы его прошиваем сразу уже закодированным, и в момент прошивки он, если прошивается все-таки, да, если ключ неправильный, он зашивает туда какую-то билиберду, которая просто ломает устройство, и устройство дальше не делается. То есть эти два способа похожи, просто в первом случае прошивка, он скажет, что я не могу это прошить, это не оригинальная прошивка, во втором случае он зашьет полнейшую билиберду. Ну и, наверное, такое самое распространенное, да, среди хакеров, потому что меньше требует знаний железа, это переполнение буфера. Кто знает, как это работает?
Все супер. Одни и те же руки поднимают. Ну, то есть работает это путем того, что если на стороне контроллера мы в программе не зашьем проверку на контроль слова, которое нам приходит из внешнего мира, это слово может записать следующие регистры. Контроллер работает как у него память, она разделена на банки, регистры и так далее. У нас просто слово пойдет дальше, и, возможно, он там сделает ассемблерный код, который произведет смещение в другую область памяти, с которой читать не предусматривалось, и мы оттуда заберем какие-то необходимые ключи или информацию. То есть это такой способ взлома, если, я думаю, сталкивались с взломом вот этих RFID меток, копированием, он используется в основном там. Mifera Classic, по-моему, так взламывается. В двух цветах. Здесь я позволил себе попробовать разделить методы атаки на наши контроллеры, наши девайсы. Разделил их на 3 класса. Это reverse engineering, софтверные атаки и хардверные атаки. Взломать можно что угодно. Любой девайс, любой софт, цена вопрос. Самая дорогая цена вопроса у хардверных атак — гличинг и fault injection, они похожи. Они завязаны с питанием, с тем, как мы его подаем. То есть в одном случае мы подаем питание меньше, в другом случае мы подаем питание прерывисто. То есть постоянно контроллер переводим в полуживой режим, и переводя его в этот режим, ты можешь просто отключить первичную безопасность, первичные какие-то проверки и пройти уже дальше. В случае side-channel это атаки уже, наверное, самые дорогие, потому что их даже тяжело описать нормально. Они зависят, то есть от сторонние атаки вообще. Взял информацию, откуда не подумал. Например, если брать простой пример, то, возможно, слышали историю, когда за компьютером шпионили через электрическую сеть. Кто-нибудь слышал такую историю? Меньше народу. Отлично. Что произошло? Слушали 220 и отфильтровывали шумы на блоке питания, точнее, отфильтровывали импульсы блока питания и натренировали нейронку определять, какая клавиша нажимается в определенный момент. И таким образом они получили через 220 все, что нажимается с клавиатуры у пользователя. Таким же образом, кстати, можно и сделать с экранов. То, что на экране вводится, это еще сложнее. По пикселе у нас начинает излучать что-то. Таким же образом можно еще и с экрана считывать информацию. Собственно, side channel. Да, еще была уязвимость более сложная. Это у токены, кстати, я про них дальше расскажу. Токен UBK. Штука, которая позволяет сделать аутентификацию безопасной и phishing-proof, защищенный полностью от фишинга. Там они использовали, если я не ошибаюсь, метод электромагнитных излучений. То есть, опять-таки, это... Да? Также по поводу электромагнитных излучений был в Великобритании считывали все электромагнитные излучения от всех разных проводов высоковольтных. И так можно определить человека местоположение по фоновым электромагнитным излучениям. Да, это тоже side-channel, то есть когда мы идем по электромагнитным излучениям. Это хардварные атаки. Софтверные атаки — это опять-таки переполнение буфера, это код injection и backdoor. Тоже две похожие атаки. Заключается в том, что ваша прошивка просто кто-то заменяет на каком-то этапе. Точнее, код injection заменяет, backdoor в нее внедряют вредоносный код, который позволяет нам туда зайти, когда нам нужно. Я думаю, с этим всем это все известно. И reverse engineering — это когда мы получаем прошивку и изучаем. В основном это статический анализ. То есть это то, что нужно, опять-таки, как мы начинали разработку устройства, сделать в обратном порядке реверс. Ну да, логично. Смотрим, как он взаимодействует с миром, какие протоколы использует, что там передается, подключаемся анализаторами, читаем даташиты и прочее. Собственно, Царка занималась кибербезопасностью всю жизнь. Были реверс-инженеры, которые взламывали хардверные штуки. И в какой-то момент мы решили, давайте попробуем сделать, почему бы и нет. И начали смотреть, что бы нам было интересно сделать. И как раз-таки вопрос про токены. Мы
решили, что мы у себя в сетке хотим обезопасить, давайте купим типа Юбик. Зашли на сайт Юбика, там написано, не поставляется в Казахстан. Мы такие, окей, а давайте сделаем свое. И наши хардверщики, они же реверсеры, такие, хорошо, мы вот это все знаем, давайте поехали. Мы сделали токен, ForApp Secure токен, который может служить вам для доступа в ваши социальные сети, в какие-то корпоративные порталы. Можете его настраивать для подключения через SSH и коннектиться там к имейлу, в общем, ко всему. Это устройство позволяет вам быть полностью защищенным от фишинга. Дальше расскажу, как это делается. Да, для чего оно может использоваться? Первое и самое главное — это мультифакторная аутентификация, как второй фактор, и также беспарольный вход. То есть вам вообще не нужно будет пароля, вы просто этот токен вставляете, касаетесь его, вводите пин-код и поехали. Для кого это? Для разработчиков и для администраторов. Администраторы могут контролировать доступ всех сотрудников на предприятии, разработчики могут там защищать свой код, или вы, если вы бизнес, вы отдаете разработчикам, у вас разработчик уволился, пришел новый, вы не паритесь о том, что нужно поменять пароль, вы самое главное спросили, передали ли токен передали, все хорошо, супер. Ну и для там любых других сотрудников, и в частности для себя, потому что даже если есть тут кто-то любитель криптовалюты, то у Binance поддерживается это из коробки. На чем основана вообще работа токена? Она основана на протоколе FIDO2. Есть такой FIDO Альянс. Они занимаются глобализацией этого протокола аутентификации, его популяризацией. Огромный список компаний, да простите меня, Google, вот эта вот красная точка, это от Google. Вот все остальные, здесь в принципе есть Amazon, Apple, там Netflix и куча компаний, они у себя уже для сотрудников используют этот способ аутентификации. Так, давайте это потом. Вообще, из чего он состоит? Он состоит из двух протоколов. WebAuthn и Setup. Если коротко, Setup — это протокол, который заключается в идентичности каждой аутентификации. Сервер бросает случайное слово, токен подписывает защищенным ключом, это все возвращается назад. Если кто-то в этот момент воткнулся в нашу передачу и попытается ее продублировать, уже не получится, потому что сервер в следующий раз другое случайное слово кинет. WebAuthn это нам позволяет любое наше веб-приложение, подключив библиотеки, сделать доступным для аутентификации через этот протокол, через наш токен. Соответственно, работает это на любых устройствах, это есть в ваших ноутбуках, скорее всего, это есть в ваших телефонах, вы можете все это дело подключать, но если это всегда хранится в специальной области ваших устройств. Но если брать случай с USB-девайсом, то это вообще изолированное устройство, у которого нет доступа самостоятельно в интернет. Соответственно, если там говорить, что атаки всегда растут, все, что можно взломать все, что угодно, здесь защиты чуть больше. И у него нет прямого доступа к приложениям, поэтому он работает, этот протокол, через API, то есть доступа к ключу нет у приложений. Ну и да, это легко масштабируется. Как оно может быть использовано? То есть его можно подключать, допустим, для администратор использует или DevOps для того, чтобы зайти на сервак и организовать доступ к ограниченному количеству лиц. На GitHub можно защитить свой аккаунт через этот токен, или, опять-таки, корпоративный. Сделать на десктопе аутентификацию, и даже если у кого-то есть CRM, можно продавцам выдать эту штуку, чтобы никто не мог зайти, подобрав логин, пароль, и увести ваших клиентов. Преимущество этой штуки — то, что вы полностью защищены от фишинга. Если вы бизнес, то вам не нужно сотрудникам постоянно объяснять, что такое кибербезопасность и что нельзя переходить по вредоносным ссылкам, открывать то, что пришло на почту, файл непонятный. Не нужно менять пароли, и, соответственно, вы даже в каких-то случаях можете в принципе забыть о этих паролях. Что касается... Там мы говорили про circuit дизайн, мы говорили про PCB дизайн. Это все дело понятно. Там рассказывать долго, что сделали мы в токене в плане безопасности по коду. Мы применили здесь Secure Boot. У нас код естественно, если вы не разрабатывали еще электронное устройство, то сам код на устройстве, на контроллере, он состоит как бы из пирога такого.
Идет у нас сначала, там, условно говоря, бутлодер, который говорит, откуда загружаться, потом у нас идет операционная система или набор библиотек, как работать с периферией этого контроллера, потому что микроконтроллер — это как маленький компьютер. И потом уже идет наше само приложение, где написано, типа, если тебе нажали на кнопку, поморгай светодиодом. Вот, соответственно, мы используем Secure Boot, у нас все эти слои пирога, они подписаны. И для чего мы это сделали? Потому что если у нас устройство когда-то будет взломано, мы хотим переписывать прошивку по интернету. То есть у нас есть клиенты, мы им передали устройство, кто-то написал инцидент о том, что оно уязвимо, и получается, как будто бы мы свою репутацию подмочили. Но нет, у нас есть веб-приложение, через которое можно будет засунуть токен, сказать «обновись», и оно обновится, и благодаря Secure Boot у нас прошивка проверится, что это действительно наша уникальная прошивка. А если токен был скомпрометирован, его кто-то просто скопировал, склонирован, приложение скажет, типа, это не оригинальный токен, вообще выбрось его. По спецификации коротко, то, что это до 20 ключей. Мы там смотрели по самым жирным и ГОСТовским, чтобы получать доступ к гигов, потому что еще хотим портировать туда, кроме FIDO, ГОСТовские протоколы. Это интерфейсы USB и NFC. Сразу вопрос, наверное, и все, когда смотрят на дизайн, говорят, типа, а какого черта Type-A? Вы в каком веке вообще живете? Type-C уже везде используется. Не переживайте, да, это мы далее внедрим, и далее я расскажу, кстати, про факап интересный. Работает на FIDO 2, HTTP и UWF протоколов и имеет сенсор прикосновений для того, чтобы предотвратить атаки malware. То есть все равно, если мы токен засовываем, мы могли получить malware, который у нас начнет токен этот активировать и пытаться там где-то зарегистрировать, достать оттуда данные. Но если у нас есть центр прикосновения, даже если токен постоянно находится у нас в ноутбуке, malware пытается куда-то войти без нашего ведома, выйдет уведомление, то, что типа прикоснитесь к токену, я пытаюсь войти туда-то. Такие, я туда не входил, вытаскивается токен. Собственно, про токен все, немножко про корпусирование. Не успел сбегать за корпусом, который у нас получился, точнее у нас, короче, это наш дизайн. Это делали нам промышленный дизайн ребята, очень классные. Видите, какой он красивый, тут у нее soft touch, у него тут красная штука, тут как блестяшка, вот это намазано все белым. А теперь кто-нибудь не может сказать, как вот это сделать? Как сделать красный, вот здесь вот красную часть этого черного корпуса? UV-шка? Наклейка, то есть? Печать? 3D принтер как? Лазерная гравировка, он у нас сотрет, и у нас там какой цвет будет? Шелкография. Вот. Оно, не, вот это светится, это световод. Подсветка белая. Ну, да, наверное, было бы эффектно. Ну, в общем, да, мы здесь зафакапились, во-первых, в первую очередь в том, что мы поставили сюда красную деталь. Ну, блин, красиво, теперь никуда не денешься, придется делать. И пока думаем, как это лучше сделать, чтобы это было логично. Ну, то есть, вообще, самый правильный путь — это сделать литье двумя слоями. Сделать красный слой, потом сделать черный слой, потом фрезеровать верхний слой черного, чтобы прогляделся красный, и красный здесь зашлифовать. Это очень долгий процесс, обработка, ну, короче, там ужас. Ну, там где-то термо, при этом повредятся края, вот здесь вот граничные, потому что придется блеск придавать термической штукой. В общем, ну, такое себе удовольствие. Можно, кстати, лазером, да, снять. Я просто не уверен, что там блеск получится, хотя... Тоже почему нельзя сделать, чтобы она, когда просто вставить, она автоматически закреплялась? Вот, классно. Просто это добавляет технологические процессы в дальнейшее производство. Это тоже это отдельная деталь. Значит, отдельную деталь нужно отливать. Значит, для детали нужно сделать молд и, ну, удорожание. Если кто-то интересно, потом будет еще у меня QR-код на опросник, можете на свои контакты оставить, и я вам покажу, что получилось.
на данный момент. То есть сейчас у нас на каком этапе электроника готова, программа готова, корпус не готова. Мы здесь пытаемся, кстати, по корпусу сразу пойти по двум направлениям, работать и с Китаем, и с местными производителями. Вот, соответственно, вот это нам сделал местный производитель. Никаких обид вообще нет, никаких проблем. Все понимаем, то, что это мало кто делал, мало кто знаком с таким производством, но будем дальше с ними работать, чтобы они сделали, чтобы они научились, и мы научились тоже контролировать этот процесс. И как думаете, а как я пришел к этому факапу? Типа, почему у меня здесь появилась красная деталь, и почему это стало проблемой? На самой детали написано почему. Потому что она protected by царка. Поэтому она вошла в такой факап. Ну, возможно, потому что там технари, это есть, типа, все технари, и от этого часть проблем. Но это на самом деле так, типа, очень много людей с хардскиллами крутыми, софт-скиллами чуть меньше людей, вообще в принципе, да. И здесь я забыл включить свою менеджерскую обязанность и делать регулярные созвоны со всеми участниками процесса. А участниками данного процесса был дизайнер и были, соответственно, изготовители. Что сделал я? Общался, коммуницировал отдельно с дизайнером и отдельно с нашими изготовителями корпуса. Что получилось? Получилось то, что у меня информация, лак информации, я, если что-то забыл, где-то я туда не передал, эти мне что-то не досказали, я их неправильно понял, тоже, типа, каждый воспринимает всю информацию через призму своих когнитивных искажений, и получается то, что получается. Но этой штуки мы добьемся очень скоро. Какие еще у нас устройства есть? Сейчас, если кто-то наблюдает за царкой, за ее деятельностью, мы уже давно закоммитились, то, что мы будем делать безопасный смартфон. Скажу про него только пару абзацев, наверное, да, что-то мне не получается коротко говорить. То, что это будет использовано в концепции этого телефона, будет уникальное техническое решение. Это не будет просто телефон, купленный где-то там в Китае, и просто на нем нашлепано какой-то логотип. Даже можете понять это по предварительному дизайну, то, что он как бы толстоват для стандартных телефонов, у него есть дополнительные какие-то кнопки. Понятно то, что сейчас вы все такие посмотрите, типа, да блин, это дорого, это, короче, зачем это вообще делать? Ну, есть заказ, вот, что сделаешь теперь? В чем заключается уникальность данной технологии? Уникальность заключается в том, что мы будем отделять модуль внешней связи, то есть модем, от всей внутренней периферии путем внедрения туда модуля шифрования. Модуль шифрования мы делаем на плисе. Почему мы выбрали плис? Опять-таки, возвращаемся обратно, side-channel. Если мы берем микроконтроллер или какой-то процессор, на котором мы разворачиваем алгоритм шифрования, то у контроллера, у него есть вся периферия, и ты можешь эту периферию, ты знаешь, где она находится. То есть ты знаешь, где RAM у контроллера, ты знаешь, где у него EEPROM, ты знаешь, где у него DMA, где у него там ALU какой-нибудь, да, и ты можешь там дорогими, естественно, методами туда как-то подключиться, попытаться понять, где идет алгоритм шифрования, где передается ключ, дальше анализировать эту информацию и разобрать. В случае плиса, то там используются логические вентили, и когда ты зашиваешь программу, ты не знаешь, как плис решит ее сконфигурировать. Но как ты ее сконфигурировал, классно. Что это еще? Точнее, как ты ее сконфигурировал, непонятно как, ты не знаешь, точно не можешь сказать, что ага, у него вот здесь находится там криптопамять, которая хранит ключ. Нет, такого нет. Что это позволяет еще сделать? Это позволяет перенести концепцию Bring Your Own Encryption. То есть мы заказчику, не только под одного заказчика можем делать это устройство, мы это устройство можем продавать разным заказчикам. Они туда сшивают свою криптографию, берут, даже если это какая-нибудь компания небольшая, у которой криптографов нет, они берут просто существующий алгоритм, туда зашивают свои ключи и поехал. Естественно, это не будет работать без серверного оборудования, на котором будет дешифратор, на котором будет своя сетка, и через которую будет коммуникация через эти телефоны происходить. Это замещает, получается, там, сложные девайсы, которые используют для
там, первых лиц, когда там сначала приезжает пара человек с чемоданами, где-то разворачивают штуки, образовывают каналы, и только потом появляется защищенная связь. Так, что еще? Ну, в принципе, да, это полностью своя разработка от Hardware. Единственное, что мы хотим в данном случае позаимствовать у кого-нибудь, это корпус. То есть мы поедем в октябре, нет, не в октябре, скорее всего. Короче, мы поедем в ближайшее время в Китай и будем смотреть, где нам могут корпус доработать, потому что, опять-таки, эта штука сложная, и не хочется потом вот так же. Что вообще про наш отдел? В нашем отделе R&D, Research and Development, ну, пошло с R, как я уже говорил, это с реверса. У нашего отдела большие планы, мы хотим дальше развиваться, делать другие проекты. Сейчас уже, в принципе, поняли, как на этом можно, откуда... Вообще, на самом деле, если кто-то потом заинтересуется, есть государственная поддержка на разных уровнях по хардверу. Даже вот с предыдущим спикером, с Русланом, об этом уже говорили. Кажется, даже Руслан нашел что-то для себя, да, что может производить. Классно. То есть мы хотим от этого... Царка когда-то подняла рейтинг информационной безопасности в стране. Мы хотим то же самое сделать с электроникой, чтобы у нас все-таки появилась электроника, поэтому мы сделали этот трек, поэтому мы пригласили спикеров. Спикеры у нас сегодня на разных уровнях, кто-то говорят абсолютно, у нас будет... Так, Нурсултана нету, да, в зале пока еще? Короче, последний спикер у нас будет Нурсултан, он как раз будет рассказывать про разработку чипов, прямо с нижнего уровня. И мы любители электроники. Собственно, по этому QR-коду есть небольшой Google опросник, вы можете там оставить обратную связь о выступлении, задать какой-то вопрос, присоединиться к нашему сообществу, или точнее к созданию этого сообщества, правильно сказать. Вот, и будем вместе общаться. Все, спасибо за внимание. Есть вопросы?